17 марта в республике пройдет республиканский чемпионат по бодибилдингу. И об этом мы поговорим с гостями в нашей студии. Это Александр Хавренко, он член оргкомитета, член федерации и будет судьей на данном чемпионате. Лидия Пехтерева, она участница чемпионата Якутии в категории фитнес-бикини. И Иосиф Степанов, он участник чемпионата Якутии в категории пляжный бодибилдинг. Доброе утро. Доброе утро. Саш, первый вопрос. Кого планируете увидеть на чемпионате? Какие будут номинации и где он будет проходить? Пятый чемпионат республики по бодибилдингу будет проходить в это воскресенье, 17 марта, в культурном центре «Стреляльские огни». Вот. Мы планируем, у нас заявлено порядка 60 с лишним участников, которые выступят в категориях пляжный бодибилдинг, классический бодибилдинг, бодибилдинг, фитнес-бикини, боди-фитнес, и в этом году у нас будет новая категория для девушек, называется она фитнес-модель. Кроме того, мы планируем увидеть среди гостей впервые в истории российского бодибилдинга президент Федерации бодибилдинга России приедет на Дальний Восток, и приедет он именно к нам, в Якутск, на наш чемпионат. Александр Вишневский, мы его очень ждем, очень надеемся, что ему все понравится. Вот. Кроме того, чемпионат посвящен еще очень значимому событию — 50 лет со дня образования первого атлетического клуба Якутии, клуба «Спарта». И, соответственно, мы ждем всех ветеранов клуба, всех, кто когда-либо занимался, кто когда-либо принимал участие в чемпионатах от имени «Спарты». То есть будет такой большой-большой красивый праздник спорта. Вот мне участвовать не судьба, но хотя бы прийти посмотреть, что мне для этого сделать? Купить билет, настроиться на позитивный лад, на позитивный настрой, прийти, занять свое место и смотреть. Это действительно очень красивое шоу, и люди, которые далеки от бодибилдинга, они думают, ну что там смотреть, как они ходят по сцене. На самом деле это действительно шоу, особенно когда выходят девушки, когда они выходят в фитнес-бикини. Это все ярко, это все блестит, это все красиво, это все под музыку. Это... А во сколько по времени будет? В 3 часа мы начинаем, в 15:00, и где-то часов до 7 у нас будет все это проходить. Лидия, вы участвуете уже не первый раз в подобных мероприятиях. Что вас сподвигло к этому и как долго вы занимаетесь? Ну, в первый раз, когда я участвовала, это было больше как продвижение клуба, в котором я работала. У меня не было особого желания или цели участвовать. Просто сказали, я сказала, хорошо. До этого я занималась легкой атлетикой, поэтому форма у меня была неплохая. А сейчас, ну вот после выступления, мне это безумно понравилось. Сама энергетика на сцене, подготовка. И в этом году, конечно, это все происходит более осознанно. Я уже поставила себе конкретную цель. Тренировки совсем другие, питание. Все более осознанно, скажем. А как много девушек будет участвовать в этом году? В этом году, много. В прошлом году даже на удивление было очень много людей. Прям. В этом году будет еще больше девочек. Получается, сколько у нас? 3 категории. И приедут также с других городов. По-моему, с Владивостока будут, с Хабаровска, если не ошибаюсь. Поэтому будет интересно. А сколько времени вы уделяете тренировкам ежедневно? Каждый день, часа 2-3. Это вот вообще без перерыва, я имею в виду, суббота, воскресенье, такого понятия Я нет? тренируюсь каждый день. Да, у меня получается там кардио с утра 40 минут и основная тренировка обычно утром, в обед. Обязательно. Такая специальная подготовка, специальные тренировки, диета. Поэтому там все по графику. То есть вы участвуете, я так понимаю, в этом году первый раз, но, судя по вашей форме, занимаетесь вы достаточно давно. Ну, я занимаюсь где-то уже 3,5 года, без перерыва. Вот что вас подвигло к тому, чтобы заниматься этим видом спорта? Ничего не подвигло, просто я пришел в тренажерный зал, заранее сначала бросил курить, и в этот же день пошел и купил абонемент на клуб «Спарта». И пошло-поехало, и что-то получалось. Все, и... А вот какой можно дать совет тем, кто хочет начать? Я так понимаю, вот если вы 3,5 года, то есть начали-то сравнительно недавно, да, вот так интенсивно заниматься. Какие советы можете дать начинающим, может быть? Самое главное – это питание. 70% зависит от питания. И надо вот... Лида, тогда такой же вопрос и вам. Начать. Просто Да, пойти и начать. А на самом деле питание, да, человек должен, мне кажется, получать удовольствие от того, что он делает. Это в первую очередь. Если ты будешь себя просто заставлять идти там без настроения и так далее, мне кажется, ничего не получится. Самое важное – получать удовольствие от
того, чем ты занимаешься. А вот говорите о питании, да? Это какое-то специальное спортивное или, в принципе, можно домашними? Нет, просто питание должно быть сбалансированное. Это не обязательно не только, чтобы похудеть или там набрать, да. В первую очередь, правильное питание – это здоровье. Сбалансированное питание. Кто хочет похудеть? Кашки там, да? Ну, кашки, крупы, мясо, овощи, кисломолочные продукты. Ну, в принципе, все самое полезное. Обычно фитнес-тренеры помогают, да, в выборе? Конечно, да, мы корректируем питание, составляем программы. Это мы все делаем. Спасибо большое за то, что подошли к нам в студию, рассказали о замечательном мероприятии. Хочется пожелать ему удачного проведения, чтобы это действительно было настоящее шоу с яркими людьми и яркими зрителями. Спасибо, что Благодарю. позвали, приходите.